Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Дорогие зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – буквы естественного удлинения. В арабском языке существует три удлинительных звука. Это алиф, вау и я. Для распознания этих удлинительных звуков в кораническом тексте существуют некоторые правила. Эти правила: если перед буквой алиф стоит фатха, значит алиф удлинительный звук и удлиняем в соответствии правилам. Если буква вау впереди стоит дамма, значит буква вау удлинительный звук. А по отношению к букве я, если впереди под буквой стоит касра, значит буква я является удлинительным звуком. Давайте на примере сейчас покажем, как она будет выглядеть в кораническом тексте. Например, буква Б прикрепляется алиф с огласовкой. Мы удлиняем огласовку фатха в размере двух огласовок. Получается Б. Если буква Б с огласовкой мы произносим Б, а при появлении алифа она протягивается дольше, два раза. Б, Б. Здесь очень важный момент. Удлинительный алиф в твердости, в мягкости подчиняется впереди стоящему звуку. Если впереди стоящий звук является мягким звуком, значит алиф тоже будет мягким. Например, как в примере Б, Б. А например, если Та, Та в размере двух огласовок. Для распознания удлинительного звука вау и я в Коране те же самые правила, которые мы применили по отношению к удлинительному алифу. То есть, если, например, буква К, огласовка дамма, вау, ту в размере двух огласовок. Я то же самое, но отличительная черта, впереди должно быть кесра. То есть, например, джим, кесра, джи. Для распознания удлинительного звука я в кораническом контексте существуют некоторые правила каллиграфического письма. То есть, если мы находим букву я без точек, но с огласовками, то это будет звук я, не удлинительный звук. Если мы находим букву я без точек и без огласовок, но впереди стоит кесра, как в данный момент, вот таким образом, то это будет удлинительный звук и, то есть джи. На это следует обратить внимание. В кораническом письме существует также альтернатива этим удлинительным звукам. Как она выглядит? Обратите внимание. Буква алиф соответствует маленькому штриху. Буква вау соответствует маленькому вау. А буква я, удлинительная буква я, соответствует вот такому знаку. Как она выглядит? Обратите внимание. Например, буква Б. Вот буква Б. Мы сказали, что с удлинительным она звучит вот, будет писаться так. А с маленьким будет писаться вот таким образом. В кораническом контексте, например, в суре Фатиха, если вы обратите внимание, будьте более внимательны, в суре Фатиха пишется таким образом. Слово «малики». Так, вот маленькое удлинение будет так. Вот оно. А буква «вау» в конце слова пишется в
конце слова. Например, буква Г и будет писаться вот так. Огласовка и вот так, таким образом. Она будет намного меньше, чем сама буква в каллиграфическом письме. А буква Я, альтернатива удлинительной, то же самое. Например, биги, слово биги будет вот так выглядеть. В произношении нет никакой разницы между этим удлинительным и маленьким. Вау и этот. Я. То есть в размере двух огласовок. Но следует заметить, удлинительные звуки соответствуют скоростью чтеца. Чем медленнее он читает, естественно, дольше удлиняет. Чем быстрее читает, естественно, меньше растягивает этот удлинительный звук. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.